Мы продолжим тему родных языков. Конечно, не секрет, и русский язык нуждается в защите, особенно от иностранного влияния. Попробуйте поговорить с айтишниками. Уверяю, ничего не поймете. Вот разговор двух программистов. Один спрашивает: ты уже зарелизил новый софт? Другой отвечает: еще нет, пока только задеплоил в тест. В переводе это означает: ты открыл для потребителей новую программу? Нет, пока обкатываю ее в тестовом режиме. Если неправильно перевел, прошу извинить, но суть понятна. Здесь от русского языка остались только предлоги и местоимения. Англицизмы заполнили русский язык. Это одно из проявлений глобализации. Поэтому не зря в феврале Госдумой были приняты поправки к закону о государственном языке Российской Федерации, которые ограничивают использование иностранных слов. О чем говорят эти поправки? Вкратце, при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, которые зафиксируют в нормативных словарях. Но нашим гражданам этого показалось мало. Экс-депутат Ярославского муниципалитета Александр Симон обратился в суд с требованием запретить иностранные слова «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» и заменить их на русские аналоги. Вопрос: а есть ли в этом здравый смысл и нуждаются ли наши языки в такой защите? Об этом Михаил Любимов. Считай прошедшим то, что удерживается силой. Считай будущим то, что все более пробивается в жизнь языка. Измаил Срезневский, русский филолог. Если погулять по улицам Казани и почитать то, что на этих улицах всюду написано, на эти невесть откуда взявшиеся неологизмы и уродливые конструкции на стыке двух неблизких друг другу языков, на это странное преклонение перед латинскими буквами и на эту страсть к выражению на другом языке даже топонимов, то может возникнуть ощущение, что русский язык или татарский язык нуждаются в защите немедленной. Однако то, что мы видим, не язык, это мода. Язык не видим и уж точно не познаваем дилетантами, принимающими законы, по которым нам теперь надо как-то жить. Если начать выметать из языка все слова, которые к нам когда-то пришли, мы останемся, наверное, с половиной словарного запаса, которым мы сейчас обладаем и которым Если пользуемся. из русского языка действительно убрать все заимствования, что с ним будет? Его придется развивать заново. Мы даже собаку собакой не сможем назвать. Не сможем назвать. Многие предметы обихода не сможем. Так же, как в любом другом языке. Возьмем театр. Он сам заимствован из Европы, и для всего, что вы видите, нет русских слов. Амфитеатр, ложа, галерка, портер, бильетаж – эти слова тоже пытались вымести из русского языка, и мы видим результат этой борьбы. То, что она бесполезна, было известно еще 3 века назад. Но надо признать, что русский язык богат заимствованными словами. Это как бы факт, это научный факт, это данность. Нравится нам это или нет. Вообще это, наверное, любой язык так существует. Он вбирает в себя язык, дело живое. Он не существует, скажем, написанным от и до. Это же не алфавит. Алфавит даже меняется. Цифры изменяются. И, конечно, да, театр – это то место, где очень много иностранных слов. Вы для своей профессии русское слово подберете? Ну, нет, даже слова «скоморох». Русское, нет, оно тоже происходит от итальянского слова, да, скоромуш и так далее. Актер, режиссер, конечно, это все иностранные слова. Я думаю, что язык свой надо любить, надо его беречь, надо за него бороться. Но, конечно, должна быть очень, очень разумный, здравый, трезвый какой-то в меру подход, спокойный. Без суеты, без каких-то махания шашкой. Все слова в русском языке, которые имеют букву «Ф», все латинского происхождения. А все слова, в которых представлена буква «Х», все греческого происхождения. Давайте выкинем 2 буквы из языка. Мне еще, знаете, что очень нравится в этой ситуации? Под иностранными словами в данном случае имеются в виду английские слова. Но у нас есть еще при этом французские, немецкие там, и так далее. А у нас еще очень много тюркских слов. Мы с ними тоже будем бороться? И язык всегда соответствует сегодняшнему дню. И он сам себя регулирует. То есть если какие-то слова, которые очень бурно сейчас входят в нашу жизнь, они будут нужны, и иначе сказать нельзя, они останутся. Пройдет немного времени, они уйдут. То же самое было в конце 18-го, начале 19 века. Лишние слова ушли, было очень много французских заимствований, а нужные слова все остались.
То есть я всегда считаю, что язык – это саморегулирующаяся система, которая обойдется без насильственного вмешательства. Но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет, писал Александр Сергеевич, человек, по сути, подаривший нам русский язык и при этом прекрасно осознававший тщетность этой священной борьбы за чистоту. В музее Баратынского уже не каждую вещь мы сможем назвать своим именем, и именно потому, что то, что исчезло из обихода, исчезло и из языка. Вот посмотрите, да, вот этот предмет. Он называется бювар. Ну, слово это забыто. Сейчас мы говорим папка для бумаг, наверное, да? Нет такого слова «бювар». А в 19 веке было. Да, да, это слово бювар, которое означает папка для бумаг. И Пушкин, и Баратынский этим словом пользуются. Ну, разумеется, да. Наивно считать, что можно управлять языком столь примитивным образом. Захотел кто-то, и слово появилось. Или воспротивился кто-то, и слово исчезло. Так это не работает. Норма – это живая вещь. Это не столб бетонный, с которым ничего не происходит, который торчит посреди земли, и все. Это ствол дерева, там соки живые бродят, от него ветви растут. Норма меняется. Мне кажется, это практически невозможно. Мы не можем побороть такое явление, как нецензурная брань. У нас всю жизнь существует закон, который запрещает ругаться матом в общественных местах. Если начать штрафовать каждого, то казна обогатится. За счет того, что мы пытаемся ограничить язык, мы пытаемся сделать более простую жизнь. Потому что действительно есть связь между языком и мышлением. Но нужно думать о том, чтобы язык и мышление, и наша культура развивались вперед, а не назад. Происхождение слов всегда туманно, а вот происхождение подобных законов очень даже легко объяснить. Наверное, оно исходит из стойкого убеждения в том, что где-то на границе между государствами или между языками существует некий шлагбаум, который можно то поднимать, то снова закрывать, то пропуская некоторые слова, то закрывая им вход в то или иное государство. На самом деле, конечно, все это работает совершенно не так, но для того, чтобы понимать это и для того, чтобы составлять законы, которые будут иметь хоть какое-то отношение к реальности, нужно быть лингвистом. Или, как это сказать по-русски, филологом. Но филолог – это, опять же, не русское слово. И даже более того, лингвисты и филологи – это, опять, даже не синонимы. Всякая замкнутая национальная культура проигрывает в своем развитии. Кирилл Горбачевич, советский и российский лингвист. Михаил Любимов, Роман Безменов и Дмитрий Шлемин. 7 дней.